Связующая нить между прошлым, настоящим и будущим – театральный музей. Его открыли в Казани в день 144-летия великого русского артиста Василия Качалова. Коллекции писем, афиш, личных вещей, театральных костюмов Качалова. Более 20 тысяч экспонатов. Самые ранние из них датируются 1791 годом. С ними может познакомиться каждый, кто придет в театр на спектакль. Это была комната. Как раз когда я пришел в этот театр, мой однокурсник Юра Благов встретил меня, привел в эту комнату, она была, мы сидели с ним, разговаривали. Я ему говорю: Юр, стоит браться? Он говорит: ну если ты веришь в свои силы, то все это можно провернуть и сделать. Нельзя не сказать о тех, кто стоял у истоков музея. Еще в 1973 году по инициативе Игоря Ингвара, актера, режиссера и исследователя, была открыта Качаловская комната. А с 1993 года работа по формированию фондов музея легла на плечи историка театра Юрия Благова, ушедшего от нас 5 лет назад. И вот открытие. Среди приглашенных и праправнук Качалова Никита Баранов, 15-летний московский школьник. Мне безумно приятно, что это сделано именно в такой форме, что это видно, что подошли к этому с любовью и ответственностью. Все пришедшие смогли окунуться в события далекого прошлого благодаря выступлению актеров. 9 сентября 1897 года впервые вышел на сцену Казанского городского театра. Первая рецензия в Волжском вестнике гласила: изумительно плох господин Качалов. Была маленькая комнатка, где все это собиралось, хранилось в стопочках. И вот Александр Яковлевич уже очень давно хотел сделать этот музей. И наконец-то совпали звезды, время и место. И наконец-то у нас появился. Мы этому событию очень рады. Кстати, первым актерский талант Василия Качалова заметил казанский театральный продюсер Бородай. Пригласив его в свое театральное товарищество, он навсегда вписал имя великого русского артиста в историю нашего города.